Заря олела на востоке, неописуемой красой. Стоял, прощаясь на пороге с родными, горец молодой. Он уходил служить отчизне в минуты бедствия ее. И конь, соратник его жизни, с ним разделить готов был все. Старик-отец в черкеске белой держал с ним строгий разговор. «Смотри, мой сын, в бою будь смелым, не стань пятном Кавказских гор. Запомни, честь не обменяешь, и не своруешь ты нигде, а на подарок, понимаешь, который делаешь себе. И в самом яростном сражении, когда решается судьба, не забывая на мгновение, храни ее, а не себя». Взглянул на старца сын с любовью, а даты горские храня, и обернулся на дорогу, держа за повод скакуна. Лишь мать-старушка не скрывала, все лила слезы по нему и напоследок прошептала: «Будь верен долгу своему». И жизнь пошла своей тропою в недосягаемую даль, повсюду разнося с собою и радость людям, и печаль. А через время в то селение джигиты воина внесли. Он на щите лежал с ранением, не в силах более идти. В его глазах еще искрилось тепло скупого бытия, но видно было, что смирилась со смертью витязя душа. И та, что слезно провожала родного сына на войну, спросила, где зияет рана, пред тем, как дверь открыть ему. Коль грудь пробита, заносите. Ему я сердцем помогу, но коль спина, то уносите. Я видеть труса не хочу. В груди его друзья сказали: багрится храбрости родник, и в двери вашей древней сакли позора ветер не проник. А вечером, когда больного отец проведывать пошел, его почти полуживого в углу стоявшего нашел. Не мог мужчина на постели перед отцом своим лежать, и даже под покровом смерти законы предков нарушать. И старец вымолвил гортанно, скрывая горести комок: «Жаль, расстаешься с жизнью рано. Достойным стал ты, мой сынок». На утро вынесли героя, того, кто из последних сил, забыв о счастье и покое, и честь, и имя сохранил. Заря олела на востоке, неописуемой красой. Лежал, закрыв навеки очи,
под буркой. Горец молодой.